Добрый день, уважаемые телезрители. Еще раз в эфире программа КЧР онлайн. В студии Алексей Ковтун, Екатерина Иванова. Мы снова к вам с хорошими новостями. Да, о самых актуальных событиях дня, о том, что происходит в Карачаево-Черкесии, чем И она за живет. ее пределами. Да, в этот раз, да, Снова мы интригу поговорим подвесим. в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. Да, а я не буду по традиции ходить вокруг да около. Давайте сразу представим наших В последнее гостей. время вы не ходок. Да, как-то я вот, сколько я 2 года рассказывал статистику коронавируса каждый день в этой программе. Она, наконец, закончилась, она стремится к нулю. Вы закрыли гештальт, Да, наконец-таки. меньше 10 человек каждый день вновь инфицированных. И слава богу, пусть так и остается. Этот коронавирус пусть вот выйдет, закроет дверь, и мы успокоимся. Но маски, как я повторяю, выбрасывать не будем. Положите вот их в верхний ящичек, пусть лежат. Не дай бог, мы сразу достанем. Договорились? Все. А теперь давайте представлю наших сегодняшних гостей. Жанна Мусаева, Даниил Исакаев. Добрый день. Здравствуйте. Как вы понимаете, уважаемые зрители, не просто так. Да, К нам люди просто так не заходят, значит, они что-то замечательное или уже сделали, или вот-вот намереваются. намереваются, да. Да, ну на самом деле очень приятно, что вы успели вот в своем графике посетить нашу студию. Тут сразу хочется сказать, что совсем скоро в Узбекистане пройдет большой фестиваль. Алексей, как вот называется, пожалуйста, А подскажите я как мне. самый хитрый, я скажу, что в переводе на русский он называется «Дружба-2022», Вот, да, потому «Дружба». что я своим акцентом опозорю себя и канал. Поэтому Ребята, я как передала звучит, слово скажите? вам. Язык даже не наш, это узбекский язык, похоже, тюркский язык, Достлук, там говорят, Достлук Вот. 2022. Если мы что-то не так, простите, пожалуйста, но дружба – это самое главное. Да. Вот будем исходить из смыслового Ну контекста. вот не просто так я об этом фестивале заговорила. Дело в том, что вот сегодня у нас в студии представители России на этом фестивале. И мне кажется, и для всего ногайского народа, да, и для всего народа России это прекрасная новость и возможность с вами поближе познакомиться. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Давайте сначала познакомимся, чем вы хотите порадовать зрителей фестиваля, чем вы хотите их удивить. Я знаю, что песни будут, прекрасная музыка, но поподробнее хотим. Кто вы, откуда и что делали до того, как получили приглашение на фестиваль? Или наоборот, вы туда Кто-то как-то начнет. сами напросились? Как вообще дело было? Ну давайте я начну, Жанна Пожалуйста. стесняется, как всегда. Она подхватит. Она, чтобы не Даниил, повторяла мои слова, да, меня зовут Даниил. Я родился в Республике Дагестан, проживаю сейчас в городе Ессентуки, чтобы ближе быть к вашему каналу, постоянно посещать его. Это не первый раз у вас в студии. Мудро. Да, не первый раз у вас в студии. Последние 5 лет до этого я занимался в торговле, разные должности и так далее. Последние 5 лет занимаюсь Так. национальными проектами своими ногайскими, не только ногайскими. Сотрудничаю с отделом города культуры города Ессентуки, веду городские наши мероприятия, открытие фонтанов, праздник 9 мая, 1 мая и так То далее. есть и так далее. творчество Праздничное вас лицо Вот захватило. города. внутри творчество, вот всего-то уже плаваю, уже вот 5 лет, Так, уже так. немножко так насытился, но вот пока еще кураж такой есть, будем развиваться дальше. Вот стараемся развиваться, выходим на международный уровень уже 2-й раз. Мы были в Казахстане с КВНом, в Астане выступали на международном тюркском фестивале КВН, заняли там 1-е место среди тюркских народов, вот я был капитаном команды. Теперь пригласили в Узбекистан. Азиз Джурабаев, президент Федерации Пенчак-Силат, это вид спорта в Узбекистане. Похожий вид спорта есть в соседних восточных знакомое, государствах. Да, и по другим названиям этот спорт присутствует почти в каждом восточном народе. Да. И они под эгидой вот этого спорта проводят фестиваль международный. В этот раз решили позвать 5 стран, среди которых Россия, так как Жанна там была 2 года назад и пела. Они решили это Тюрквишин, повторить. если я не ошибаюсь. тоже. Да, и там решили Произвела повторить. впечатление, не забыли. Да. Так. Она будет петь, я буду вести. Вот, в принципе, если О. коротко, то все. Замечательно. Неплохо. То есть в этот раз Россия таким ударным составом, получается, посетит этот фестиваль. Да, и ведущая певица будет. Да, Жанна, ну расскажите, пожалуйста, с каким уже бэкграундом вы едете на фестиваль, с каким опытом? Ну, в плане творчества у меня очень большой опыт, потому что пою я, можно сказать, с самого детства. Вот. И в университете, и в школе, и на международных конкурсах, и в всероссийских конкурсах я везде всегда брала почетные места. Вот. Занималась очень долго и усердно вокалом профессионально. И вот в университете, когда уже стала серьезно заниматься,
уехала потом в Москву, поработала в Москве, вернулась, познакомилась с Даниялом на концерте, ну и вот так вот мы вместе начали работать, У записывать вас такой песни. творческий тандем. Пока терпим друг друга, это все нормально. Это самое важное у творческих людей. Да, ну пока мы еще не перешли к фестивалю, в целом я знаю, что вы участвовали в Тюрквиже. Да. Расскажите, пожалуйста, так об этом опыте, потому что мне кажется, что, во всяком случае, сейчас Тюрквижн это ну, неплохой конкурент Евровидению, во всяком случае, по качеству музыки, по И все подходу к зрители музыке. знают, раскрой тему. Да, да, это очень-очень классный, яркий фестиваль, учитывая то, что восточная культура, она в принципе очень яркая. Когда мы говорим еще и о музыке, там это все какую-то феерию чувств и фантазий Да. перерастает. А на фоне Вот нынешнего расскажите, Евровидения, наверное, вообще. давайте Потому что там, по-моему, рекорды все побили в этом году. Да, как-то да, да. такие. рекорды чего не костюмах. будем говорить, боюсь, цензура не пропустит. Рекорды фриков, так скажем. Ну, будем называть это так. Да, такие красавцы были. Это был онлайн, онлайн же, да? конкурс Ковидный был? год попал, Ковидный поэтому год, да. онлайн-фестиваль, Ага, Да. так. Да, Никто не 2020 смог год. поехать, и в итоге мы вот отсняли видео и отправили уже в Турцию. Вот так вот все проходило на самом деле. Насколько Так вот- просто. Да. Или не просто. Ну, наверное, даже и не просто, и Так, просто так. в тот же момент. Почему? Легко, я бы так сказала. Духа, даже. да, вот не Да, было из-за вот того, этого что духа присутствие. сцены не было, зрителей не было, перед кем хотелось бы спеть, показать. И так. Ну, С вот одной это- стороны проще или сложнее? Ну, смотрите, больше оценивалась работа операторов, как они отсняли материал. Вот Да. это мое мнение, да, потому что все-таки они смотрели конечный материал, Картинку. он зависел не только от жанра. Ну да. То есть Звук- конкурс звукооператора. клипмейкеров получился такой. Почти, да, да. Да. Интересно. Ладно. Ну, Так. интересно и как-то очень несправедливо в некотором. Неожиданно для песенного Ну, конкурса. Да. главный же критерий Евровидения — это живое исполнение, а тут получилось неживое исполнение. Да. В этом основное отличие такое получилось от классического тюрквижна, который мы привыкли до этого видеть. Ну, в этот раз, я так понимаю, что зрители будут, будет возможность вот этой энергетикой обменяться, так, ее получить, отдать тут же, чтобы вот происходил этот весь такой синтез. Жан, ну расскажите, с чем едете, какие песни? Потому что мне кажется, что международный фестиваль, он требует и особой подготовки наверняка. И репертуара. Везу вообще у нас сначала будет в Бухаре фестиваль проходить. Там О. будет, да, на стадионе 25 тысяч зрителей. Ого. Прямо одни названия, уже праздник. Бухара. Да и цифры, знаете. Нет, и бог, Бухара, родина Хаджина Средина. Все дела. Ай. Хочется все бросить, поехать. Давно не было. Итак, Есть такое. Вот, первый фестиваль будет проходить в Бухаре, а уже второе мероприятие будет проходить в Нукус, это Каракалпакия. Вот, в Бухару я туда везу 4 песни, а в Нукус уже побольше песен везу. То есть прям практически такой полноценный альбом везете. Да. ну, то есть это да. не выход, это программа. Можно даже так сказать. Везу 4 песни в Бухару. Лезгинку попросили, потому что в прошлый раз, когда я прилетала в Ташкент, я уже там была, им очень сильно понравилась лезгинка. Они... Кавказ. Да, вот это. Кавказ. Вы откуда? С Зажгли на Кавказа? сцене. Почему без лезгинки? Не пойму. Резинка. Именно Да. так и было. Я даже когда в прошлый раз ездила, я им отправила песню, они уже подготовили под танцовку, то есть у них есть узбекская группа такая, и они черкески шили, и вот прям, и они так классно станцевали, я, если честно, даже не ожидала. Как хорошо они подошли, молодцы. Да, и они организаторы. подготовили танец именно под мою песню. В этот раз я везу новую композицию, мне написал Шамиль Кашешев, известный певец, лезгинку «Мой родной» называется. Вторую песню я везу восточная такая, в восточном стиле, написал мне ее Аслан Гусейнов, известный автор тоже. Вот, То есть это как бы и себя показать, Да. и на других посмотреть да. практически. Третья песня на моем родном языке, на нагайском, «Янаман» называется. Перевод нам, пожалуйста. «Сгораю от любви», да, так получается, если Сгораю. дословно, да, «Сгораю», да. Вот, и четвертая песня Мунайма, да, ее. Тоже, это, наверное, даже этно-песня. Да, классическая Классическая песня этнопесня. 80-х годов, переделана под современную аранжировку. Причем я Замечательно. Вот причем... тренд такой намечается, кстати, по возобновлению каких-то Да-да-да. старых хитов. Вот все одно время, помните, говорили, вот нету таких текстов, как раньше. Мне кажется, сейчас то, что делают исполнители, очень круто, когда берут то Да. и просто Да. на современный Переделывают. лад. Аранжирует, да, Да. по-новому.
Это, мне кажется, очень замечательный тренд. Как-то и связь поколений налаживается, Да, да. как будто бы. Да. То есть вот 4 композиции. Мне кажется, что прекрасная такая находка, то есть на разных языках, с разным подходом, с разной аранжировкой. Эклектично, многообразно, Да. атмосферно. И этническая вот эта составляющая есть. Насколько для вас важно вот показать именно культуру, да, ногайского народа, культуру свою собственную, показать, познакомить, да, тех, кто с ней не знаком, вот в таком вот музыкальном формате? Да, Насколько то это есть вот как важно для формировался развития? репертуар, да. Ну, жанрный репертуар формировался как бы до Узбекистана, а вот когда началась вот эта дружба, вот это сотрудничество, мы уже выделили какие-то отдельные песни, которые могли бы быть интересны узбекскому зрителю. Не только узбекскому, потому что там представители 5 стран, это Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Россия и Узбекистан. Лезгинку они сами попросили. Да, резину Тут сами понятно. попросили, да. Запрос. Хорошо, Песенный остальные. репертуар, им язык более-менее знакомый. Город, про который вот Жанна сказала, второй город, это Нугус, это столица Каракалпаки. Это автономная область в составе Узбекистана, но они как бы живут отдельно. Каракалпаки самый близкий к нагайцам народ, если вот из русских Да-да. взять. Да, у нас язык почти все одинаково. Последнее сотрудничество, я был в Дагестане, снимал наших старожил культуры у нас в районе. Они были там 35 лет назад, в 1988 году. Была последняя такая связь, наши к ним ехали, они к нам приезжали в Дагестан. То есть С тех пор, как бы, куначество практически. да, с тех пор связь прекратилась. Сейчас мы возобновляем, как бы, я надеюсь, это будет таким трендом. Жанна в прошлый раз не успела доехать до Каракалпаки. В этот раз мы напросились, нас поддержали министр правильно, культуры да. Каракалпаки. Вот, Калбай Абиевич, он лично пригласил, у нас будет с ним встреча, сотрудничество между нашими телеканалами, песни в Каракалпаке. Я уже буду не ведущим, я там выступлю с ногайским стендапом, с символической программой. То есть у нас Вот это круто. разные два фестиваля. Мы решили одной поездкой вот все охватить, весь Узбекистан. Ногайский стендап — это что-то новенькое на самом Это не деле. новое. 5 лет назад у меня был уже Так, стендап-тур Масхара Шоу по всей России. Я давал концерты в Сарапульском крае, Дагестане, город Сургут, Уренгой, Астрахани и даже в Москве, в центре Москвы мы дали концерт по полный аншлаг ногайскому Замечательно. зрителю. Да, мы А больше что всего такое концерт. все-таки ногайский стендап? Чем он отличается? Там какая-то непереводимая игра слов, как Он говорится, или ничем- еще что-то. Он ничем не отличается, это обычная сатира, просто долгое время не было этого жанра у нас. То есть были какие-то анекдоты про известного вам Хаджи Насреддинова. Это да. Нагайцы это считают, что он нагайец, это вы сказали, что он Все звахар. считают. Да. У него, как у Колумба, 15 мест, где он родился, вырос, женился и похоронен. Я по роду своей деятельности, я ведущий свадеб, я подмечаю разные шутки, какие-то сатиру, юмор, я это все записывал. Вот за год у меня родился такой материал, я его переформатировал под современный стендап. Родился концерт, этому концерту уже 5 лет. Мне кажется, замечательно вот у вас тандем, то есть это и на разные аудитории, в том числе, в то же время и на одних и тех же зрителей нацелены, но с разных сторон такой Да. подход. Если мы говорим вот об этом фестивале, очень долго, да, не было возможности собираться на таких крупных мероприятиях, и мне кажется, ну, для артистов это была особенно такая боль, не только потому, что, естественно, там заработки, возможность заработка куда-то ушла, но и потому, что встреч со зрителями не было. Вот насколько ждете такого большого, крупного фестиваля, 25 тысяч зрителей, все-таки как-никак? Ты ж. Честно сказать, мы с большой радостью туда летим, потому что мы там познакомимся со многими артистами, вот, и мы очень долго ждали такого большого масштабного мероприятия, потому что у нас, помимо этого мероприятия, у нас были концерты. Вот, то есть, где у нас концерты для меня? Мы были в Сургуте, мы были в Сургуте, Астрахани, в Москве да. осенью вот этого года. Это вот как... Такая география. Сургут, Москва, нормально. Это на самом деле проходило в течение одной недели. Это как вот ковид более-менее осел, но пока еще и вот маску Пока как он в России отвернулся. сказали, да, отвернулся. И мы на гастроли. Маску так вы немножко быстро. сняли, да, успели. И вы решили брать из Успели. страны все именно вот в географических Да. масштабах точно, и в климатических тоже. Это очень судя по сложный всему. был этот перелет. В Сургуте было минус 42, Да. в Астрахани в этот день было плюс, я не помню сколько. То есть, ну, вот это... Ну и Москва где-то рядом с нулем, Москва как где-то всегда, средняя, ходит. да. А в Москве нет температуры, там Да. из такси. То есть, со зрителями вы успели так повидаться вот в Да. этот промежуток. Да. Но такое огромное количество зрителей, с каким чувством ждете? Ну, я не вел такого аудитории, у меня максимальное количество, у меня было, наверное, 1200 человек, вот больше не было.
Ну, тут стадион, тут... Ну, буду, наверное, орать, чтобы слышали вдалеке, наверное. Да нет, ну, микрофон. Там наверное. слышно, да? Ну, тогда микрофон. Вот. А на самом деле с кем проще работать? Когда 3 человека, и четко можно считывать Или по когда глазам. 25 тысяч. Или когда 25, и не совсем понятно, что они там, может, своей жизнью живут. Есть разница? Есть большая разница. Естественно, легче с 25 тысяч людьми, потому что какая-то часть в любом случае тебя поддержит, а из 3 человек могут 3 вообще тебя не поддержать, и тогда как бы заставить тебя врасплох. И очень Это сложно. как здесь каждый раз вспоминаю Марка Твена, который в свое время тоже с юмористическими концертами ездил. К нему подошел перед концертом, может, знаете, говорит, вот там мой дедушка будет. У него вот с юмором туго, вы его рассмешите. Он, видите, сидит с серьезным лицом. Твен старался весь концерт, сидел, лицо каменное. Мужик подходит после концерта, ну рассмешили, ну спасибо, ну молодцы. Какой он молодец, он не рассмеялся, твой дедушка. Да чем на него плевать, он глухой, он не слышит. Ну да, Примерно это... то же самое. Поэтому легче с большой аудиторией. Жанна, вот как для вас, просто когда смотришь выступления, ну, вот каких-то звезд мирового уровня на стадионах, и я всегда думаю, насколько это тяжело ощущать эту энергетику, потому что когда мы говорим про певцов, про певиц, то мне кажется, что энергия, которая идет изнутри и которую человек получает от вот этих вот восторженных глаз, это, ну, переполняет трепетом и воодушевлением. Я на самом деле очень сильно люблю большую публику, потому что, вот как вы сказали, я реально получаю большую энергетику. Я привыкла уже, у меня просто большой опыт за спиной, то есть я побывала на различных конкурсах, фестивалях, у меня 32 диплома, международные, всероссийские считала, да, дипломы, реально? да. А это чисто Каждый женское, вечер, это не так? я, да. Ну, копировала, считала. Да Я ладно, это и выступала мужчины уже, тоже кричат. вот я уже знаю, что как вести себя на сцене, то есть у меня никакого страха абсолютно нет, а есть только вот желание скорее бы выйти на сцену, скорее бы подарить свою песню Пустите зрителям, меня. людям. А Да. есть ли вот этот На вот танцпол. трепет, знаете, когда первый шаг перед выходом на сцену, или там последний От волнения. шаг? Вы не знаете, подтягивает? нет, трепет у меня бывает, если это конкурс. Вот тогда я там да. переживаю. А если это концерт или какой-то фестиваль, то абсолютно нет. Жан, а вот где, кстати, проще выступать, на конкурсах или на фестивалях? На фестивалях. Потому что для себя и просто вот от души идет. Да, во-первых, я там уже спокойно себя чувствую. Вот на конкурсах, вот у меня был конкурс в Сочи, это международный конкурс имени Махмуда Исамбаева был. Да, и у меня репетиция была в 3 часа ночи. Ху-ху. Генеральная репетиция именно. А там все спрессовано у всех. Все, ведь, да, то есть ко мне По пришел секундомеру. менеджер, да, сказал 3 часа ночи на сцену быстро. Я тогда еще ангиной заболела, помню, сильно, да. Ну вот, все хорошо прошло, я стала дипломантом, второе место, Так. да, Но при таких обстоятельствах, Ничего, мы мне запомним кажется, того, кто что унес первый, мы с ним еще на конкурсе встретимся. обязательно. Мы еще выиграем у него. Знаете, мне очень вот важен вопрос и интересен вопрос того, насколько сегодня нужно, необходимо, важно подчеркивать свою культуру, свою родословную, да, грубо говоря, выступая на таких фестивалях, потому что нагайский стендап, песни на нагайском языке, все-таки это, ну, какой-то призыв, какой-то зов людям, которые так же, как и вы, являются нагайцами, хотят познавать и развивать свою культуру. Насколько вот для вас самих нужно и важно это делать? Ну, к большому сожалению, как все знают, у нагайцев нет своей государственности. Ну, Да. в силу разных исторических моментов это случилось. Мы разбросаны по всей России. Ну, Мы по-моему, разбросаны по всей огромное количество вот Восточной именно Европе. районов в регионах. Вот Ставропольский край, Дагестан, Карачаево-Черкесия. Калмыкия, по-моему. Нет, Там нету, Карачаево-Черкесия, Чеченская республика Чеченская, и Астраханская область. Вот, Астраханская Ну, и в область. силу Ну, вот глобализации, большое поле. да, и в силу глобализации, переселения и кочевого образа жизни мы продолжаем остаться кочевниками. Север уже наш, Ямало-Ненецкий автономный округ наш, Красноярский край, Норильск наш, Москва Не частично знаю, тоже ингуши наша. поспорят. Да. Их там тоже много. Ну, назвали в Москве Малая Большая Ордынка, Орда. Ну, тут пусть всё, пусть да, так и да. называется, да, как говорится. Поэтому очень важно подмечать, сейчас народ все начинает задумываться о своем прошлом, кто мы, почему мы не вместе. И сейчас я вот чувствую, это всегда есть, мы между всеми нагайцами, мы сотрудничаем, дружим.
с коллегами вот с ваших каналов, с разных регионов. Поэтому и мы ездим по всей России. Мы могли выступать там, рядом у нас, там, например, село Канглы, да, но это будет малая часть нашего народа. Хочется об этом, как вы сказали, крик, вот это слово я продолжу синоним, да, крик души, хочется кричать, хочется, чтобы тебя услышали, что мы есть, что мы разные, что у нас есть что показать. Когда начинаем копать в той еще своей культуре, в первобытной, нетронутой, там много чего еще и не откопано, так что есть еще над чем работать впереди. И в плане песен, в плане юмора, вообще все культуры. А как зритель воспринимает Ногайский это? Он этого просит, он заказывает, Зритель- говорит, ждем, возвращайтесь, как? Зритель нагайцы удивляется, что, оказывается, можно шутить над собой и над этим еще не злиться. То есть, когда я выходил первый раз на концерт, я боялся, не кинут ли мне помидорами или яйцами. Да? Скажут, То есть, ты что это на свету? да, потому что я там называю имена, какие-то смеюсь над именами, там какие-то разные. Зритель Нет, ну, вроде как свой над своими, вроде над собой. Да, можно. над собой, да. Сам над собой. Ну, они так, каждый из них себя узнает. Они выходили и говорили, мы на себя сегодня посмотрели со стороны, спасибо. Вот это для меня был главный посыл. Вот это, можно было даже не хлопать, вот это слово все закрыло, вот, весь гештальт. Я удовлетворился полностью. Это был первый концерт, и дальше 8 концертов, они как по маслу пошли. Я знал, для чего это делаю. Просто почему тоже вот Алексей спрашивает наверняка, потому что последнее время, когда мы говорим об национальном каком-то юморе, зачастую, ну вот сейчас такое, наверное, время, когда все обижаются, вот все почему-то Да, есть такое. обижаются и все почему-то требуют извинений потом. Ну это тренд, извинений Да, это требует. Это тренд. тренд. Сначала Если ты не обидеться, а потом потребовал потребовать, изменений, Алексей. ну вроде как-то не по форме Да, одет. там все по схеме, там уже все запротоколировано. Да. Вот. И очень приятно, что чувство самоиронии есть у вашего зрителя, во всяком случае, что это понимается, потому что мне кажется, что особенно в непростое время юмор это единственное, что может поддерживать и что может как-то воодушевлять, если мы говорим о каком-то общении с артистами и артистов со зрителями. Жанна, вот для вас какое значение имеет выступать все-таки в тематике собственной культуры? То есть мы не говорим, да, о каких-то там поп-песнях, да, которые на всех языках звучат одинаково и не имеют лица, да, порой. А если мы говорим про какой-то этнический компонент? Вы знаете, я всегда с большой гордостью представляю наш народ. Вот, то есть даже когда вот в Узбекистан приехала, мне ведущая говорит, Жанна, говорит, я хотела бы тебе объявить, что ты, я посмотрела все твои регалии, что ты звезда ногайского народа. Я говорю, ну, как хотите, говорю, но вот именно хорошо ногайского звучит. народа, говорю, да, мне очень приятно Типа, было, давайте если вы как меня аванс я объявили. оправдаю. Вот, поэтому будем дальше представлять везде свою культуру, будем говорить, будем петь. А как вы думаете, почему начался вот этот вот тренд на этнику? Потому что это же все идет и в моде, и в кинематографе, и в музыке, и в целом в культуре, то, что мы возвращаемся к каким-то народностям, то есть маленькие регионы снимают свое кино, да, про свою культуру. Там, ну, про моду уже вообще, да, не стоит говорить, потому что этника в моде уже который год в Ну, тренде. это диалектика, единство и борьбы противоположности. Да, Насколько было мода одна, песни одни, кино одно, ну с чем боролись, Да. вот пружина сжалась, а посмотрите, мы тоже умеем. Но в музыке, мне кажется, не так давно начался все-таки этот тренд, потому что настолько было много жанров, которые стоило познавать артистам, что теперь как будто бы, когда жанровость в целом стерлась, вернулись к тому, с чего начинали. Вот почему так произошло? Мне кажется, это спрос, это зритель так хочет. Угу. Просто вот, когда же ездишь Переоценка по регионам, ценностей или что это? ну, скорее даже вот возврат к тому, откуда мы это все произошли. Например, даже когда вот сидим с дедушкой, с бабушкой, там, да, они начинают что-то подпевать, и ты понимаешь, что вот в этих нотах что-то есть. Не слова, а ноты, она просто вот мычит, да, человек просто. Бывает, мычит, вспоминает, она говорит, я не помню, песню не Генетическая помню. память, Генетическая, да? Ты уже начинаешь улавливать, и надо бывает так, а ну-ка там запишите нам на диктофон, потом это отдаешь аранжировщику, он говорит, аранжировщик, это классно, это невозможно написать. Оно где-то было, у кого-то в памяти осталось, но по каким-то причинам не передалось, были много ограничений, сами знаете, да, вот в советские годы. Поэтому вот это все вспоминается, рождается, а когда уже рождается, все думают, классно.
То есть, получается, мы сейчас все чаще и чаще возвращаемся к какому-то историческому наследию. Скорее всего, да. Да. Мне кажется, что это прекрасно, особенно даже если мы говорим про общение разных народов. Вот в унисон название фестиваля, да, о дружбе народов, потому что это же так интересно узнавать культуры друг друга. Там, мы, живя на Кавказе, в окружении разных народов и разных национальностей, всегда это черпаем, и там, будучи там, славянами, да, русскими людьми, уже не являемся таковыми в чистом виде, потому что наполняемся этим. Я вот сейчас предлагаю посмотреть небольшой материал, небольшой сюжет. Если помните, был у нас тоже фестиваль ногайской культуры в республике. Был. Давайте Замечательный посмотрим фестиваль. сюжет с него, вспомним, как это было, и вернемся в нашу студию. В настоящее время нагайцы проживают на разных территориях, как России, так и за ее пределами. Сегодня центром их притяжения стал Ставропольский край, село Канглы. Праздник нагайской культуры посетили несколько тысяч человек со всего Ставрополя, из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Турции и Венгрии. Последний раз праздник подобного масштаба проводили в конце 90-х. У людей потерялись чувство единства, праздника, ничего не осталось. Теперь в этом году мы собрались в мечети и сказали, давайте сделаем праздник села. Не будем приурочивать чему-то там, какие-то юбилею, там, какой-то дате. Просто сделаем праздник, который нас объединит. Возникновение этноса и формирование нагайской народности относится к XIII веку и связывается с именем золотоордынского правителя Нагая. Первые сведения в русских летописях о появлении нагайцев в северокавказских степях относятся к концу XV века. После распада Ногайской Орды северокавказские степи становятся основным районом обитания нагайцев. Более 30 племен, родоплеменных союзов, которые объединились в единую Ногайскую Орду. Поэтому писали в русских летописях, что Ногайская Орда пахала почти на куме здесь. Они были уже в 15 веке здесь, занимались и земледелием, и скотоводством. Традиционным жилищем у нагайцев испокон веков считается юрта, которая была приспособлена как к кочевому, так и оседлому образу жизни. На фестивале каждая делегация представила свою юрту, в которой все желающие могли увидеть традиционные предметы быта нагайцев. Мы привезли специально для этого праздника настоящую родную кочевую юрту, которая является сакральным объектом и караванщиков, и кочевников, и тех, кто занимался не только торговлей, но и специально узнавал территории, исследовал многое в быте, в культурах других народов. За последние десятилетия крупные нагайские общины образовались в других регионах России – Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Рассеянный народ по всей территории нашей необъятной России. Вот это как раз это мероприятие, проводящееся, является одним из методов собирания этого народа, укрепления его единства, укрепления развития и прогресса его, собирания и сохранения его истории, обычаев, традиций, где бы ни находились нагайцы. В Турции, Венгрии и Румынии также проживают потомки переселившихся туда несколько веков назад нагайцев, которые в основном восприняли этническую идентичность местного населения, но не забывают о своем происхождении. Выражаю большую благодарность тем людям, кто сумел сегодня собрать здесь такое количество нагайцев. Мы в Турции также устраиваем подобные праздники, где вместе собираем всю нагайскую диаспору. Мы очень ценим наши культурные традиции, которые передаем от старших к младшим уже многие годы. Мы воспитываем молодежь в том же духе, чтобы они не забывали свою историю, свои обычаи и помнили, что мы единый народ. Яркая часть фестиваля – выступления творческих коллективов. Со сцены лилась национальная музыка, звучали песни на нагайском языке. Двигаясь в танцы, на лицах гостей цвели улыбки. В концертной программе приняли участие популярные артисты нагайской эстрады, а также творческие коллективы других общин. Но какой же праздник без спортивных состязаний? В этот день помериться силами мог и старый млад. Бег, толкание камня, скачки. Каждый мог попробовать свои силы в армрестлинге, показать ловкость в перетягивании каната. Для гостей и жителей села Канглы фестиваль – незабываемое событие, насыщенное яркими впечатлениями. Здесь как взрослые, так и дети смогли найти себе занятия по душе и поближе познакомиться с самобытной нагайской культурой.
Праздник чудесный. Почему? Потому что я своими глазами увидела, как мобилизованные были от мала до велика, до наших старейшин к этому празднику. Я думаю, сегодня хороший день. И все гости, которые на нашем празднике, получат такое духовное настроение. Мне очень приятно, что люди, какой бы нации не были, чего бы они не понимали, но с удовольствием радуются, что вот такое село, и так дружно люди. Фестиваль дружбы и культуры нагайского народа «Кунаки в гостях у нагайцев» станет традиционным, и уже есть планы на его проведение в будущем году. Ну что ж, возвращаемся в студию. Вот тут пока шел сюжет, он вызвал живое обсуждение здесь у нас. Потому что, я так понимаю, вот этот фестиваль «Кунаки в гостях у нагайцев» хорошо вам знаком. Да. Да. Вы там оба были. Ну-ка, расскажите. Жанна, Даниил. Даниил, ты вел его, Я да? вел, да. Я не был знаком до этого с Жанной. Вот, к сожалению, фестиваль наш с ней познакомил вместе. Вот. Там было много артистов. Честно, это было такое занятое время. Начало сентября, свадебный сезон еще не совсем закончился. Я в Ессентуках вел, я помню, греческую свадьбу. Мне позвонили, сказали, завтра у нас концерт. Это вот так произошло. Да. Я приезжаю, утром список артистов. Многих знаю, многих не знаю. Выступает маленькая девочка, Жанна Мусаева. Ну, что-то поет там, да. Ну, поет неплохо. Ну, так и познакомились. Это, конечно, шутки, но со многими, не только с ней. Вот здесь много людей. Вот Рамазан Керит наш покойный, вот действительно наш ученый великий. Там был много людей, к сожалению, которых уже нет. Но фестиваль прошел прекрасно. Действительно, как сказали вот старейшины, ни к чему не приурочено, это было интересно. Обычно мы привыкли день села, день города, старики чего-то. Это вообще просто без повода. Это было очень интересно, без повода. И все не знали, а где повод? Да нет повода. Просто нагайцы собрались и все. Но мне кажется, что как раз-таки такие встречи без повода, они и больше впечатлений дают, потому что они душевные. Да, То есть, да, да. Единственный повод – это вот душевный порыв. И фестивали вот такие, они, мне кажется, объединяют, как правильно тоже сказал один из синхронируемых, они объединяют всех. Не только представителей одной национальности. Это просто такая площадка, которая знакомит других, в первую очередь, с культурой одного или другого народа. И мне кажется, что это прекрасно. Даниил, на самом деле вы не только в какой-то вклад в развитие нагайской культуры вносите своим юмором, так скажем, но и продвижением этой темы в интернете. Нагайское интернет-телевидение, да, как раз вы создали. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Год назад, если бы мне сказали вот это словосочетание, нагайское народное телевидение, вот не мог понимать даже ответить, что это такое за определение. Ковидное время, вот 4 месяца без работы, я вот сам остался без работы как ведущий абсолютно, вот, без денег, без ничего, дома скучно, а когда человеку скучно, рождаются сильные идеи. Да. Подумал, почему... Кризис лучшая почва для стартапа. Я начал в Инстаграме вести интервью с нагайцами разных регионов, деятелями, там вплоть до летчика было, там ученые, певцы, музыканты, все. Да, это было, конечно, до того, как Инстаграм стал запрещенной организацией. Да. И подумал, почему бы это не сделать в таком официальном поле, что можно придумать. И вспомнил, что у нагайцев нет своего телевидения. Оно есть там, частично вот у вас на канале выпускаются, на ГТРК выпускаются, Дагестан, Грозный, Карачаево-Черкесия, Астраханская область. Есть сюжеты там часа 3 в неделю, и но не более того. Единого не было, что объединяешь. То есть то, что вещает Карачаево-Черкесия, не может видеть Дагестан. Или наоборот, кроме Ютуба. Поэтому возникла идея телевидения. Начал собирать деньги, что-то собрал, что-то вложился сам. Создали сайт, создали 2 приложения на телефоне. И сегодня 24 часа в сутки у нас доступно интернет-телевидение нагайское. Ну, тут хочется так вот отметить, вставить от нашего канала изюминку, что все-таки происходит сотрудничество с нашим телеканалом. И мало того, что у нас там есть разговорники на всех языках, в том числе и на нагайском, у нас есть своя личная нагайка, так сказать, Айгуль Барнукова, которая так или иначе делает контент на тематику эту. И Республика Традиций тоже так или иначе продвигает. Благодаря Айгуль Барнуковой мы сотрудничаем с вашим каналом, мы разговаривали с редактором, нам разрешили использовать в вашей программе сохранением логотипа и титров. У нас есть рубрика. Так как на разных регионах выпускались в разное время, начиная с 90-х, разные программы про нагайцев, мы их используем с разрешения. Рубрика называется «Авергеден Алиге» – «От прошлого к настоящему». Внизу там такие титры.
программы других телеканалов. То есть мы честно об этом говорим, показываем, людям нравится, люди вспоминают об этом, что есть такое. Им очень приятно это видеть. Да, это как раз-таки и привлекает одних людей приезжать в одни регионы, Да, других да, людей да, приезжать в другие регионы. И в том числе и вот этот фестиваль, который еще вам предстоит посетить, он тоже наверняка с такой целью создавался. Жанна, вот расскажите, пожалуйста, кто вообще организаторы, потому что мы так о фестивале этом говорим, но умалчиваем об этом. Организатор фестиваля – это Азиз Джурабаев, это президент Пенчаксилат, Пенчаксилат, Федерация да, спорта. Федерации спорта. Да, в прошлом году, позапрошлом году он приглашал. Вот, я летала в Ташкент, выступала, и в этом году прислали письмо, опять письмо приглашения, Даниялу пришло. Ну и вот мы теперь туда летим с большим удовольствием. И хотели бы мы от себя лично выразить огромную благодарность Азизу Джурабаеву. Вот. А также министру культуры Каракалпакии Калбайбевич, который тоже любезно пригласил. По итогам нашей встречи мы договорились, что у нас будет меморандум о сотрудничестве наших телеканалов, обмен какими-то программами, так как мы дружественные народы. То есть в современном поле этого обмена у нас не было. Мы летим впервые, надеемся увидеть наших друзей, надеемся на дальнейшее сотрудничество между разными регионами. А если говорить про общение вот нагайцев из разных регионов в России конкретно, как оно происходит? То есть это тоже какие-то фестивали, какой-то обмен, там, как вот вы рассказываете про телевидение, там, контентом, какое-то просто общение просто в соцсетях, как это все происходит? Или это все дружба. сидят по домам, как это происходит? Нет, как раз таки с момента, как зародился интернет, начало нулевых, да, так скажем, Да, активная фаза интернета, потом и десятые, когда появились вообще соцсети, очень активно стало сотрудничество. Как ведущий свадеб могу подметить одно. Начались браки между регионами, между нагайцами регионами. Чего раньше было чуть меньше. А потому что все нагайцы в регионе уже заняты, наверное, уже Возможно, пошли по другим. заняты, возможно, не нравится, хочется. А как же готовят там, да, например, Айгуль из Карачаево-Черкесии, очень интересно там, да, принесет. На самом деле культура-то немножко отличается ввиду, например, нагайцы Астраханской области не знают, что такое лезгинка, не знают и не танцуют. Это не Кавказ. Когда женятся два человека, там, да, кавказская девушка может в Астраханскую область принести кавказская, или там астраханская невестка принести в Дагестан. У нас есть такие браки, что-то такое восточное, там, да, ближе вот к восточным регионам. То есть одни больше к востоку, другие больше к Кавказу, да? Другие вот больше вот... там, например, вот Карачаево-Черкесия это горы, Чечня это горы, Дагестан это степь, Ставропольский край это степь, Канглы это горы. Абсолютно разные регионы, культура немножко отличается, язык отличается. Национальные соседи немножко другие влияют. Соседи там, да, есть смешанные там Что-то браки. обмениваются. Поэтому обмен идет очень большими темпами. И это не может не радовать. Мы в этом только помогаем. Мы снимаем разные. Мы были во всех регионах. Я и на севере снимал репортажи. Людям интересно, а как живут пеногайцы. Они до этого не знали, но они не общались просто. И все. Поэтому, к сожалению, между нашими регионами стоит пост ДПС, например, могу сказать. На самом деле, вот есть регион, который нас разделили, Дагестан и Ставрополь, между ними стоит пост. Невозможно без паспорта, без там, прав проехать там. Но это нас не останавливает. Браки есть, и все Мы с ним соседи, кстати. Я Нефтекумский район, он Дагестан. А, вот получается, мы даже с разных... рядышком, да? Да. Ну, 100 километров, ну как соседи, ну ладно, соседи. Так. По нашим автомобильным временам. Да. Жанна, ну, наверное, тут больше вопрос к вам. А как отличается кухня нагайская и от кавказской кухни, и от других нагайцев, так скажем, нагайцев из других регионов? Я понял, пост закончился, у Кати появились вопросы про кулинарию. Да, абсолютно. Она держала После Нет, я мужественно. знаю, Алексей, давайте так, вопросы у меня не заканчивались, просто они были немножечко в другом направлении, а вот теперь уже можно. Да. Они по-другому звучали про кухню. Раньше были вопросы, что нельзя, теперь что можно. Итак, Жанна. что можно? Ну вот даже, допустим, я была приглашена здесь на Кухня ТВ передача. Наша кухня. Наша кухня, Наша да, кухня, где я готовила хинкал. Вот, допустим, в Карачаево-Черкесии у нагайцев немножечко по-другому делается. Да? Вот, в нашем же районе, да. То есть даже вот тузлук, это Такой приправа, соус, да. Вот, он у нас... Классический рецепт. Ну, здесь, Но по-моему, тоже он отличается, делается или из сметаны, или из кефира, если я не Ну, ошибаюсь. на айране, да. Да, на айране. У А у вас? У нас на бульоне.
Разница. То есть это получается Да, да. разительная разница. Интересно, Да. это вот знаете, как окрошка на квасе и на кефире тоже. Сейчас пойдем абсолютно- воевать. Да, абсолютно две разные стихии. И тузлук в то же время. Получается, это бульон, зелень, чеснок, а в тузлуке как раз-таки вот айран. Потрясающе, надо И попробовать. в основном, ну, по крайней мере, в Нефтекумском районе, откуда я родом, у нас хинкал варится на бульоне или птицы, то есть курица, гусь, индюшка. Редко бывает на баранине или говядине. Интересно, интересно. Да. А если у нагайцев Мы-то что-то... привыкли думать, вот национальная кухня, а национальная кухня внутри, Да, да. она оказывается Часть, да, тоже она разная. сильно А разная. если у нагайцев что-то из выпечки, вот, ну, предположим, там есть вот хачины у карачаевского народа, а у вас как? Конечно, у нас есть. Баурсак. Лукумы, да? Баурсак, А, лак. Ну, те же лукумы, да, Лукумы, да. баурса. Ну, Как доп- говорят, нагайцы из воздуха даже делают выпечку, да, у нас баурсак есть. Баурсак тоже отличается у разных регионов. Где-то он такой более пресный, где-то он такой более Ну да. пышный бывает. Его пышка называют, ну, если так по-русски посмотреть, да. То есть это что-то вроде пончика такого, Да. несладкого. Внутриполое, оно держит человека сытым, с утра поел и как бы нормально везде можно. То есть вот такая вот простая, степная, действительно, кочевняя еда, когда Да, вот... если позволите, я вставлю. Недавно я был у моего друга Артура Найманова, режиссера, Да. президента Союза кинематографистов. У него дома я ночевал. Мне утром жена его подает чай, и рядом лежит ложка. У нас чай пьют просто из пиал. Я-то знаю, не знаю, человек подумает, для чего ложка большая рядом. Артур начинает пить ложкой, а я начинаю пиал. То есть два нагайца разных регионов, мы по-другому даже просто употребили напиток. Интересно. Вот, Казалось это- бы. Для этого и нужна дружба народов, Да, чтобы да. было и то, и другое. Даже в язык одной отличается. семье. Даже язык. Ну, диалекты там, Немножечко, да. Это прекрасно. И если мы говорим вот о предстоящем фестивале, как вы думаете, насколько там получится вот это вот все переплетение? Ну, я еду туда за пловом, естественно, за узбекским, потому что это просто вот... Узбекский плов. Нам обещали экскурсию в город Хива, там рядом, я Бухару называю музеем под открытым небом. У меня была мечта Бухара и Самарканд. Самарканд отложен на второй раз. Ну, хочется погулять, естественно, кухню хочется отведать настоящую, ту самую. Мне уже заказывают дыню, я говорю, дыню я не провезу в самолете, к сожалению. Да. Но уже съемки текут, поэтому... Это придется Так и идти на хочется. рынок и там в Вот какой-нибудь именно, маленький что именно забегаловке. Да, рынок. именно забегала. Строго забегала. так. Никаких ресторанов. Большой ресторан не надо. Не, ресторан узбекский Жанна здесь. наверняка Это уже в несерьезно, предвкушении да. того, как повезет домой огромное количество специй и Нет. сухофруктов. Когда я была в Ташкенте, нас повезли на рынок ташкентский. Вот в первую очередь мы побежали к запахам. То есть у них там громадный навес, под навесом стоят большие-большие котлы. В одном котле плов делается, это все для тех, кто там пришел за продуктами, либо для работников рынка. Ну, естественно, мы сразу же Бесплатно? давай кушать. Пробуешь все бесплатно, они Обалдеть. разрешают, да. Потом покупаешь, но это стоит вообще очень-очень То есть, ну, пока попробуешь, мы, знаете, уже можно Да, сразу уйти. Да. А там такие вещи, там не откажешься купить потом. Да. Это вещь замечательная. Жан, у нас еще есть какое-то время до конца, но пока еще не конец эфира, очень бы хотелось отрывок из песни, которую все-таки будете исполнять, очень ждем, очень бы хотелось этим Это мы много говорили, как это будет звучать. Можно такой пробничек? Да, акапельно, А купите Жанна. потом целую песню, да? Мы будем апеллировать к зрителям. Но я думаю, почему бы нам на канале это дело и не показать. У нас же есть программа «Чат вдвоем», где песни, клипы, все дела. Надо как-то включаться в ротацию. Обсудите потом, Алексей. Я поговорю с ведущими, пусть берут клипы. Я вам хочу спеть припев песни Мунайма, вот, который я буду... Это этнопесня, которую я буду исполнять на фестивале. Так. Вот, автор слов Яхья И музыки. Гадабердиев, и музыки Яхья Гадабердиев. Вот. Мунайман келермен куз болып язлықта сарнармыз сонда иконсу ақында. Потрясающе, Замечательно. браво.
очень красивые слова, как бы я имею в виду по звуку, конечно, потому что смысл сложно понять, но звучит прекрасно. Отлично. И если вот говорить об этнической музыке, то тут хочется сказать, что она обладает каким-то магическим свойством, да, Алексей, когда звучат национальные, восточные, кавказские мотивы, то проверенные веками. Да, то как будто бы какое-то вот заклинание, знаете, происходит, и что-то с человеком на физическом уровне происходит. Волшебство вокруг. Да, это вот для тех, кто слышит. А вот для человека, который поет, вот происходит что-то внутри особенное, когда поешь именно этим. Знаете, перевод этой песни, он просто очень-очень красивый. Там о большой любви. Да, это как в песне, как что он видит какой-то сон, да, правильно же? Ну, не грусти. В общем, это как плач получается. Да, больше. вот, песня как бы, она настолько красива, особенно если ты знаешь перевод. Вот, и поэтому, естественно, ты ее и подаешь с душой. Вот. Ну, мы, когда я ее спою на фестивале, мы обязательно вам пришлем видеоролик, вы сами увидите. Замечательно. Вот, я его товарищам из чата вдвоем попрошу, пусть возьмут в ротацию. Там много концертных выступлений в этой программе. Спасибо. Они не чистые клипы же берут, а концерты. Какие еще ближайшие выступления, ближайшие подобные фестивали? Намечается ли что-то такое? Ну, у нас начинается свадебный сезон. Ну, это понятно. Мы еще должны работать для себя, кроме того, как для народа. Осенью ожидается, вот есть такое мероприятие, называется «Встреча нагайцев». Его проводят в крупных городах, где работают разные нагайцы. Мы были в прошлом году и в Москве, и на севере, и в городе Ставрополь, и в Дагестане. Вот такие вечера намечаются. Ну, а из таких глобальных мы пока гадать не будем. Ну, у меня есть мысль о втором стендапе, поэтому я буду готовиться к нему. А как у вас в планах? А у меня в планах, у меня еще есть концерты. Вот. Помимо концертов, еще одно очень большое масштабное мероприятие на сентябрь месяц этого года. Но пока я вам не могу сказать. Вот. То есть тайна пока Да, что. пока тайна, да. Но я думаю, что тогда в сентябре мы еще раз увидимся. Обязательно. Обязательно. А какова Как раз, история? концерты к столетию республики Да, пойдут да. массовые. Вы приезжайте. Кстати, какова история конкурса Turkvision? Что в этом году? Проходит он и не проходит? Участвует ли Россия? Вот если честно, вот пока То есть тишина. вот эта даже вот не история знаю. пока что не так сильно развивается. Очень жаль, конечно, потому что, опять-таки, я повторюсь, что такие вот фестивали этнической именно музыки, и которые вот направлены на развитие вот этого направления, это очень-очень круто, очень красиво, и этого действительно не хватает. На самом деле, уже совсем скоро получается фестиваль. Какого числа? 29 числа мая. 29 мая. Уже Интересно, они несколько будут дней транслировать через остается. интернет? Да, Надо уверена, полюбопытствовать. Алексей, сейчас транслируется все, что Да. не попадя, поэтому Это фестиваль, я интересно. думаю, обязательно тоже как-то войдет в список этих трансляций. Я помечу себе. Вот. Спасибо вам большое, что вы вот в своем графике успели к нам приехать, заехали к нам на огонек, так сказать, знаем, что у Вы вас к нам график заехали на плотный. час? Привет. Да. Hello. Мы желаем вам успехов, удачи, будем надеяться, что не только на фестивалях вы сможете представлять нашу страну, свою культуру, но и на крупных конкурсах, потому что 33, это 32 диплома, это, конечно, прекрасно, но хочется вот эти до соточки, до соточки. Да, поэтому удачи вам в своем начинании, потому что юмористическая вот эта вот плоскость еще не до конца, мне кажется, в нашей стране заполнена, там еще есть куда шутить, вот, поэтому желаем вам успехов. Спасибо большое. Спасибо за Большое за приглашение. приглашение. Спасибо и вам, дорогие друзья, что оставались с нами на протяжении практически часа. Мы с вами беседовали с нашими гостями. И надеемся, что остальные наши программы вас также порадуют. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Впереди много всего интересного. Всего доброго. До завтра в 17:00. Карачаево-Черкесия онлайн.